Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Огромное вам всем спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. События ближайших 7 дней. Какие изменения, либо как поменяется ваша жизнь за следующие 7 дней? Что вам по судьбе? Что будет происходить? Либо что нужно сделать, чтобы все у вас случилось так, как вы хотите, как желаете? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Спросите просто, что мне по судьбе на будущей неделе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками и откроют нам то, что от нас скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так, ух ты. А неделька-то интересная будет. Ох, какая интересная. Вы посмотрите, вот она чаша. Чаша ваших жизненных сил, энергий, любви, отношений, радости, наполненности. И вы стоите на этой чаше. Рука в левой стороне. В руках у вас что-то есть. Вы притягиваете в свою жизнь исполнение, либо какую-то вашу мечту, либо человека, о котором мечтали, либо на которого загадывали. Девчонки, мальчишки, кто смотрит? Во-первых, у вас вся неделя пойдет по легкому пути. Здесь по здоровью будете чувствовать себя на высоте, энергии хоть отбавляй, жизнерадостность. Здесь знаете, вот такое хорошее настроение, которое ничто не сможет омрачить. Поверите во что-то, либо что-то начнет исполняться. Я вижу, что с левой стороны, вот как раз левая сторона, это за возможное отвечает. За возможное, за мечты, за какие-то, может быть, желания. Вы что-то притягиваете, то есть какое-то исполнение притягиваете. Ну, по чаше, опять же таки, любовное исполнение, исполнение мечты, по здоровью, да, можете себе притянуть хорошую энергию. То есть вы сами себе притягиваете. Здесь у вас извилистая дорога такая вышла. Здесь какая-то будет перемена. Перемена пути, перемена, может быть, даже в каком-то деле, сложном деле. То есть из какой-то стагнации вы начинаете выходить. Вы не пытаетесь подстроиться под ситуацию. Вы ситуации подстраиваете под себя. Понимаете, как вы как такой архитектор судьбы. То есть себе создаете новую реальность, можно так сказать. Прекрасное настроение. Дай Бог, тут постучу, чтобы не сглазить, чтобы вы прям вы на высоте. Вы вот на чаше стоите, а чаша-то полная. Абсолютно полная, она даже, видите, через край. Я вижу, что вы еще с кем-то будете делиться. Может быть, делиться своими возможностями, ресурсами, хорошим настроением. Почему нет? Здесь явно идет вот желание помочь, поделиться, чтобы кто-то с вами вместе разделил вашу радость от того, что в вашей жизни исполняется. Еще момент важный. Тут гость какой-то идет. Прям гость, я не могу сказать, что он неожиданный, может быть, долгожданный. Может быть, вы давно ждали этого человека, но не получалось, да, не срасталось. А тут раз — и, пожалуйста, человек у вас на пороге. Здесь придется вам, я не знаю, тут стол накрывать, да, то есть какая-то прям атмосфера. Вот один случай, либо одна ситуация вас наполняет прям на несколько дней вперед. Да, вот будете ходить и светиться. Опять постучу. Пусть так и будет. Но здесь просто радость дня. Событие, которое вы давно ждали, либо на которое вы давно надеялись. Но оно связано с человеком, который идет на ваш порог. А человек идет не пустой. Человек идет с какими-то, может быть, у него сумка в руках, да, может быть, это деньги, может быть, это подарки, может быть, даже человек вам какое-то предложение будет делать.
Ну, то, что этот человек вам несет, вам однозначно и на радость, и во благо идет. Так, кто мирился, кто ссорился, обязательно вы примиритесь. Кто пытался там безуспешно, может быть, наладить какую-то связь, пожалуйста, все получится. Если человек от вас где-то, например, закрывался, блочил, там, уходил в себя, наконец-таки дойдет, да, что нужно общаться, нужно объяснить ситуацию, здесь будет прояснение. Из какого-то, вот знаете, мрака, как будто бы вы, знаете, вот вступаете в новую неделю, вы вступаете в какой-то новый отрезок пути. Светлый отрезок, теплый, добрый, насыщенный, наполненный. Еще важный момент касается, ну, тут, скорее всего, либо родственники, либо дети ваши. Какое-то общее дело вас объединит. Общий вопрос и общее дело. Значит, вы благодаря этой ситуации наладите контакты. У вас, ну, как общая тема для разговора появится. Тема, которая вас действительно вот прям сблизит как никогда. Очень хорошее настроение в семье, в доме, среди близких людей. Дальше у кого-то идет хорошая новость, связанная с тем, что ваши либо конкуренты, либо недоброжелатели, либо те люди, которые вам мешают, в эту неделю либо как-то вот отсутствуют, либо покидают вас. Может быть, на работе у вас там плохой начальник, он уйдет по собственному желанию, либо его уйдут, либо вас, может быть, как-то, ну, оградят, да, от этого нехорошего человека, от влияния этого человека. Может быть, у вас соседи, которые вас раздражают и вам надоедают, они, например, переедут, да, либо уедут куда-то на какой-то период. То есть у вас идет вот прям выдох от раздражителя, от триггера, который вас постоянно беспокоил. Так, еще момент. У кого были поломки? Поломки в технике, это может быть какая-то важная для вас техника, может быть, ну, может даже автомобиль, да, вот что-то важное. Будет ремонт, и ремонт будет быстрее, чем вам, например, будет заявлено. То есть там вам, например, скажут, что там неделю надо ждать, а сделаю там за, может быть, там за 2 дня. То есть какой-то вот прям, ну, как счастливый случай, да, вы будете вот прям рады, что вот так все произошло. Так, еще кто-то из вас познакомится, ну, скорее всего, на просторах интернета, да, вот идет какое-то знакомство, очень легкое, веселое, и вы просто познакомитесь из интереса, вернее, будете знакомиться из интереса. А в процессе общения вы так, вот как, знаете, друг перед другом раскроетесь, что ли, да, вот поймете, что вы очень похожи, что вам так приятно, вам так хорошо. У кого-то прям недосып будет на неделе, потому что вы будете вот по ночам, вот как в темное время суток, да, сидеть, переписываться, либо общаться с этим человеком. И вы не будете чувствовать усталость. У вас вот именно какие-то прям эндорфины попрут, то вот вы еще раз постучу, прям вот, знаете, позитивный настрой, позитивные какие-то вот эмоции идут в вашу жизнь. Еще важный момент. Важный момент касается того, что вот удачная рыбалка, да, человек удачно подцепил рыбку. Рыбка может быть и не гигантских размеров, да, не увесистая, но тем не менее. Это случайная рыбка. Это может быть как случайный заработок, какие-то случайные деньги, да, к вам попадут. Да, их будет просто немного, но как на ровном месте, да, вы разбогатеете на ровном месте. Ну, конечно, утрированно говорю, но тем не менее, вы меня понимаете. Приятные поступления денежек идут к вам. Вот прям выловите случайно эту рыбку и очень будете ей рады. И еще, мои дорогие, здесь будет какое-то дело, это может быть как и уборка дома, это может быть как и важный вопрос, который вы будете решать там, не знаю, в каких-то учреждениях. Неожиданно появится тот, кто вам поможет, либо будет предлагать свою помощь, либо давать какие-то очень дельные, важные подсказки. То есть вот ничего не предвещало, да? И вот появляется человек, говорит, а давайте я помогу. Хочешь, подскажу, либо я знаю, как это делать. Сделай так и так, у тебя все получится. Либо вы там затеяли уборку, там неожиданно, да, кто-то из родственников, либо друзей объявляется, говорит, а я хочу тебе помочь. У меня там в свободное время, да, появилось. И вот думаю, почему бы мне тебе не помочь? То есть, понимаете, у вас как вот дополнительные руки идут в каком-то деле, либо в каком-то вопросе. Так, на что нужно обращать внимание? Обратите внимание на того, кто
кого вы встречаете каждый день. Вот вы встречаете каждый день какого-то человека. Особенно это касается девушек, которые у меня свободные девушки, либо свободные мужчины. С этим человеком вы вот видитесь каждый день, вот глаза в глаза. Значит, этот человек пытается с вами поговорить о чем-то. И, ну, возможно, даже вы догадываетесь, что пытается, либо чувствуете, да, что человек что-то хочет сказать. Остановитесь и заговорите с этим человеком. Ну, по любому вопросу, да, вплоть до того, что там, какая сегодня погода, там, хорошая, либо, может быть, не очень. Просто поговорите. Человеку нужно вам какую-то важную информацию сообщить. Информация, знаете, такая двойного назначения. С одной стороны шок, а с другой стороны приятно будет. Я не могу сказать о чем, но вижу, что у человека аж прям распирает, как хочется поговорить. Здесь нужен разговор вот этот, он должен состояться. Еще момент. Кто-то ждал какого-то разрешения на что-то, не знаю, какой-то документ, разрешение. Вы получите это разрешение, причем получите в начале недели. Вот, и будете всю неделю, да, вот рассказывать, делиться новостями, что вот ждала или ждал, наконец-таки получил. То есть разрешение как будто бы открывает перед вами какие-то дополнительные возможности, либо какую-то свободу вам дополнительную дает. То есть такое помогающее по жизни, да, либо документ, либо разрешение, благодаря которому вы, возможно, сделаете то, чего так долго ждали, либо загадывали на что. Еще здесь люди, которые в паре, но это не в браке, просто в паре, могут столкнуться с каким-то непреодолимым, ну, я не знаю, разногласием, что ли, да. То есть будет казаться, что вы абсолютно разные, вот вообще разные. Какой-то разговор вот прям странный, может быть, как говорят, на пустом месте. Смотрите, чтобы вы не разругались. Здесь виноват случай и виновато настроение одного из вас. Но с вашей стороны я вижу тут позитив, а вот мужчина может быть просто не в духе. Либо, если смотрит меня мужчина, да, ваша женщина. Здесь плохое настроение виновато. И человек, возможно, встанет в такую упрямую позу не потому, что он так думает, либо так считает, а потому что, ну вот знаете, когда все раздражает и бесит, ну, люди могут этим грешить, и ну, здесь просто человек пойдет на противность. Человек успокоится, человек еще первый потом прощения попросит. А вот с вашей стороны не нужно перегибать палку, пытаясь доказать, что человек не прав, либо что вы правы. Да? Вот это не надо. Просто не надо. Отнеситесь с пониманием к человеку. И вам это поможет сохранить эти отношения. И в глазах вот вашего партнера вы намного, ну, как ступенек возвыситесь. Понимаете, как говорит, снимаю перед тобой шляпу. Вот такое состояние. Так, девушек хочу предупредить, тут будет какое-то навязчивое внимание со стороны взрослого мужчины, взрослого. Вот относительно вас старше, да, взрослый идет. Может быть старше по должности, званию, может быть какой-то человек, который, ну как, не знаю, представитель власти, что ли. Человек прям очень назойливый, и ну тут прям, тут и харассмент может быть, и очень такие неприятные приставания, да. Значит, девчонки, ну что, оберегайте себя как можете. Я не знаю, в какой стране живете, что у вас можно, что нельзя, но хочу посоветовать вам, ну вот просто, да, носите с собой в кармане кулечек с перцем, с черным молотым перцем. Ну, такой кулечек, чтобы его легко можно было, ну, разорвать. И если вот такие вот, ну, там, горячие сердца к вам пристают, там, хватают вас там за руки, кто-то пытается вас там тащить и прочее, вы вот этот кулечек просто разрываете в кармане, да, перчик, вот, и в лицо этому человеку, значит, можно распылить. Ну, просто здесь я вижу, это неприятно, это очень неприятно, и, ну, женщины понимают, да, прям, да. Лучше, конечно, не дай бог, избегать таких моментов, но тем не менее, надо себя немножечко уметь защитить. Это тут не нужны какие-то боевые качества, здесь не нужен там какой-то специальный тренинг, либо
умения там, да, рукопашного боя, ну вот носите с собой, да, вот постоянно, вот заведите себе за привычку с собой носить. Мало ли, может никогда не пригодится, а может быть когда-нибудь в каком-нибудь кафе либо ресторане пригодится, да, вот не будет перца, а у меня с собой, да, поперчила, покушала. Лучше так. Так, ну и из плохого больше я тут ничего особо не вижу, слава богу. Неделя мне очень нравится, очень насыщенная, очень наполненная. И, как говорится, дай бог, чтобы все у вас было замечательно, чтобы все исполнилось, все хорошее. А плохое пусть останется на этом песочке. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.